Право знать. Сегодня тема у нас социальная, нужная, полезная. Касается она наших детей, нашего будущего. Меня зовут Алина Грей. В гостях у меня сегодня представитель детского сада «Карлыгаш» Асель Садвакасова. Здравствуйте. Добрый день. Вы педагог с огромнейшим стажем работы, да? Вот за эфиром вы рассказали, что начинали с воспитателя, да? Да, начинала с воспитателя, работала педагогом-организатором, методистом по инновации. И на сегодняшний день я заведующая объекта номер 3 детского сада «Карлыгаш». Сад «Карлыгаш» отличается тем, что в нем воспитываются дети госслужащих. Один из самых многочисленных садиков города Нур-Султан, да? Ну и, кроме того, вы широко применяете международный опыт, инновационные подходы в развитии, образовании и воспитании детей. Не секрет, что сейчас с большой проблемой мы сталкиваемся. Это языковое обучение наших детей, да? И вот я как-то уже в эфирах делилась своей печалью, что отдавала вроде бы ребенка в группу, например, казахскую, тем не менее они все говорили на русском языке. И меня заинтересовала вот ваша языковая модель, которую вы применяете для того, чтобы было языковое погружение, да? Да, совершенно верно. Мы применяем метод языкового погружения. У нас много детей, знаете, из разнонациональных браков, как-то там родители разных национальностей, либо есть дети, которые не владеют казахским языком, есть дети, которые жили за границей по какому-то ряду причин, жили за границей и не владеют родным языком. Для таких детей у нас применяется метод языкового погружения. Это даже группы, отдельные группы языкового погружения. В чем суть, можно? Суть метода, вообще метод уникальный, он мне очень нравится. Мы переняли его у эстонцев, а Эстония переняла его у канадцев. Суть метода в том, что ребенок приходит в детский сад в 3 года, да, во вторую младшую группу. Он приходит в группу языкового погружения, когда его принимает воспитатель, допустим, на русском языке, работает с ним полдня на русском языке, его окружает среда русскоязычная, ну, дети, естественно, которые владеют русским языком, да, на первый момент пришедшие. Затем второй воспитатель. На вторую половину дня приходит второй воспитатель. На вторую половину дня приходит второй воспитатель с казахским языком обучения. Он говорит с ребенком на казахском языке. Он работает. Этот метод включает в себя много интересных приемов, целая технология. О нем так просто быстро не расскажешь. Он много вы попытаетесь. Много дидактического материала, много игр. Но суть его сводится в том, суть его в том, что ребенок находится в среде казахского языка, его окружают говорящие стены, педагог говорит им на казахском языке, но ребенка никто не заставляет, отвечая именно только на казахском, говорит только то есть, если он не может, он, например, на русском языке спрашивает, но педагог ему отвечает только на казахском. Языке, да. А если он не понимает, что ответил педагог как-то эмоционально пытается показать, да? Тут жестами. Тут много моментов. Вместе с тем, что педагог отвечает на казахском языке, педагог должен эмоционально ребенку и применять какие-то картинки, если ребенок все равно не понимает. Вообще. Но самое главное, суть его, педагог ни в коем случае не переходит на русский язык. Он эмоциями, жестами, там, я не знаю, каким-то образом, но он сам использует только казахский язык. При этом ребенку не запрещено говорить на русском. Совершенно верно. То есть он сам постепенно перестраивается. Ребенок считает, что педагог говорит только на одном языке, владеет только казахским языком, для него это является мотивацией. То есть ребенок даже не знает, что педагог, в принципе, способен ему ответить, да? Ребенок считает, что это только один язык. И еще плюс здесь один есть момент, педагог должен быть интересен. Это, знаете, метод языкового погружения, он для таких творческих, для эмоциональных педагогов, тех, которые могут за собой повести, надо же повести за собой. Харизматичные, короче говоря, да? Не скучные. Умеющие креативно, критически мыслить. Еще это вот система, вы сказали, эстонская, да? Еще итальянскую систему переняли. Итальянская система, замечательная реджио-педагогика. В 2018 году наши педагоги обучились, ездили в Италию, город Реджо Эмилио, где есть сеть детских садов Реджо. Суть в том, что они применяют реджио-педагогику. Реджио-педагогика одна из самых популярных, педагогик в мире. Она признана одной из успешных. У них очень хороший опыт. Суть реджио-педагогики в том, что
все отталкивается от интереса ребенка. Каждый ребенок, вот, который приходит на свет, совершенно нет бездарных детей. Каждый ребенок имеет какой-то дар. Но просто со временем этот дар теряется. И нужно не упустить вот этот период дошкольного детства, чтобы дать возможность ребенку в себе это развить. И дети все время находятся в каком-то творческом, знаете, в творческой среде. Они все время... Но если вот, смотрите, классический подход, начинается урок, например, рисование, да, это вот, ну, классика жанра, например, сидит 25 деток, они все начинают рисовать картинку. То вот вы как сказали, суть реджио-педагогики, что вот эти 25 человек, они делятся по интересам, то есть не все делают одно и то же, а, например, 7 человек рисуют, 7 человек лепит и так далее. То есть, получается, ребенок сам выбирает, чем ему на данный момент заниматься в определенной мини-группе, да? Реджио-педагогика, она предусматривает такие творческие ателье. Эти ателье имеют много природного материала, много материала для творчества, очень много то, что ребенка сподвигнет на какое-то новое познание. И дети приходят в это ателье, и они распределяются по подгруппам, по интересам. Кто-то идет, проводит опыты, кто-то эксперименты, кто-то над тенью наблюдает, кто-то рисует. И вот мы на предприятии тоже вот такие ателье организовали, очень пользуются успехом. Дети с удовольствием в них занимаются. Это настолько интересно. Ну и, настолько во-первых, эффективно. интересует то, что, наверное, у человека есть право выбора, что он имеет возможность выбрать. Да? Даже ребенку это, ну, классно чувствовать. Он сам выбрал сейчас, чем ему заниматься, соответственно, у него есть мотивация. И здесь, скорее всего, и с дисциплиной меньше проблем, потому что много слышим критики в адрес того, что раньше был в советские времена, да, вот я еще успела Советский Союз застать в плане того, что родилась еще при Советском Союзе, и был авторитет педагога, была дисциплина, была строгость, да, мы боялись воспитателей, боялись учителей, а сейчас говорят, вот распоясались, беспредел и так далее. Вот у вас подход к дисциплине какой? Вообще, само понятие дисциплина, мы как бы его даже не рассматриваем, потому что, вот как вы сами сказали, мотивация, да, мотивация это первое, что может стать залогом успеха. Если есть большая мотивация, человек может добиться очень многого. И поэтому, если исходить из интереса ребенка, если ребенку это интересно, он вам сделает такие открытия, на которые даже, может быть, взрослый не способен. То есть, таким образом, получается, если мы даем возможность ребенку выбрать, вот хочешь делай то, хочешь это, иди в любую группу там, из предлагаемых вами, да, в ателье, соответственно, не встанет вопрос, что все рисуют, а он там бросает фантики, или все конструируют, а ему это неинтересно. И, соответственно, у вас уже не встает такой вопрос, как сложность коммуникации с ребенком, когда на него нужно повышать голос. То есть, каждый выбирает сам, и, соответственно, получается, у него создается впечатление того, что он-то, по сути, делает то, что он хочет. Да. Да, то есть занимается своими делами. Кроме того, оздоровительные программы внедряете, да? Да, оздоровительное направление – это одно из тоже важнейших направлений на нашем предприятии. Большое внимание уделяется оздоровлению. Много технологий, приемов оздоровления детей. Кроме того, что у нас есть база, бассейны, сауны для детей, эко-сауны, есть солевые шахты. Сауны для деток? Эко-сауна, да, инфракрасные сауны, где ребенок может после бассейна посидеть, прогреться. Инфракрасная сауна, она много для здоровья ребенка, очень эффективно. Вместе с тем у нас физкультурно-оздоровительная работа тоже имеет направление. Шурга-терапия, тропы здоровья, обливания, гимнастики, упражнения. Короче говоря, весь спектр, да? Весь спектр. Очень кроме широкий, того, он постоянно обновляется. Кроме того, вы внедряете систему электронный детский сад, да? Да, внедрена система электронный детский сад. На сегодня работает 6 модулей. Еще в перспективе планируется. Суть вообще этой системы в том, что, ну, во-первых, нет бумажной писанины, да, для родителей, и, кроме того, есть личный кабинет родителя, когда родитель заходит, и, ну, то есть та же система, похожая на Кунделек, да, на сегодняшний день, когда родитель имеет возможность на расстоянии наблюдать за всеми успехами своего ребенка, да, то есть это в открытом доступе все находится, поэтому не приходится каждый раз, ну, воспитателю
отдельно общаться с родителем и рассказывать индивидуально о ребенке. Все отражено вот этой именно электронной системе, правильно? Ну, у нас не за горами уже, в принципе, на календаре 11 июля, а у нас не за горами уже август, а там и сентябрь. Помимо того, что стартует новый сезон, новый школьный сезон, образовательные какие-то проекты, у вас также будет мероприятие, это проводится конференция или форум, да? Знаете, мы все время изучаем лучший международный опыт. Мы развиваемся, мы хотим всегда узнавать что-то новое, для детей быть новым, открывать что-то новое для детей. И в рамках наших обучений, в рамках всего, что мы нового узнали, мы делимся с педагогами, с коллегами страны, с коллегами столицы. Вот мы провели столичный семинар для педагогов, для школьников города Нур-Султан, где мы поделились инновационными методами и технологиями, которые мы изучили и попробовали. После него мы провели республиканский семинар для педагогов, дошкольников страны, где мы пригласили со всех регионов страны, прибыли наши коллеги. Они с удовольствием участвовали в наших мастер-классах, они с удовольствием все это внимали, мы делились с ними с огромным А вот удовольствием. 19-20 сентября что у вас будет проходить? Теперь 19-20 сентября мы планируем проведение международной конференции с приглашением спикеров международных, приглашением людей из мира дошкольного образования Италии, Финляндии, России, Белоруссии, Эстонии. Мы постараемся, чтобы было интересно, будет интересно, приедут лучшие умы в области дошкольного образования, А кто может посетить эту конференцию? Мы приглашаем на конференцию всех педагогов, дошкольников, руководителей дошкольных организаций, всех, кто как-то связан с дошкольным образованием. Мы приглашаем посетить нашу конференцию, стать участниками, насладиться наукой, насладиться общением, да, посмотреть, как там. Да, узнать, обновиться, узнать много нового для себя. Это, я считаю, станет новым каким-то этапом. Скажите, а это только для педагогов? Родители, которые тоже считают себя педагогами, могут родители, посетить? которые имеют интерес, мы с удовольствием, мы будем рады вас видеть на нашей конференции. Туда нужно покупать билеты или вход свободный? Конференция бесплатная, вход свободный, но у нас ведется электронная регистрация участников. Да, а на каком сайте можно зарегистрироваться? На сайте forumastana.kz. Forumastana.kz, можно туда зайти Да. и зарегистрироваться как участник. Да. Глядишь, может, я тоже нарисуюсь там, Будем рады. узнаю, как итальянцы, как канадцы, кто как воспитывает детей. А мне мой муж говорит, что лучше всех мы, казахи, воспитываем детей. То есть у него там своя методика, но они как-нибудь в следующем эфире. Вам спасибо, что заглянули к нам на огонек летнего настроения. Может быть, встретимся даже с вами на этой конференции, если у меня будет возможность ее посетить. Ну что, я хочу пожелать удачи, развития гармоничного и полного, сосуществования мирного со своими педагогами, не только вашим воспитанникам, но и всем нашим деткам. Спасибо большое.